حامنای بوتیشیه مردار شد، ما نیز یهود را حافظ نصارا مردار خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلاق، والصلاة والسلام على من أمرنا بجميل الأخلاق وعلى آله والرفاق ومن اتبعهم بإحسان وجانب سبيل النفاق. Хвала Аллаху, Создателю, мир и благословение тому, кто повелел нам наилучший нрав, а также его семье, его соратникам и тем, кто последовал за ними наилучшим образом, сторонясь пути лицемерия. Сегодня мы все с вами являемся свидетелями, наблюдателями той войны, которая развернулась между Западом, Америкой и Израилем, евреями, иудеями, и между Ираном, шиитами, рафидитами. И нам, как верующим мусульманам, мувахидам, единобожникам, нужно знать и понимать, какова наша позиция в этой войне, как нам реагировать на эту ситуацию. Или, быть может, нужно стоять на какой-то из этих сторон. Какова наша реакция как мусульман? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Иттаку фирасатуль му'мин, фа иннаху янзуру бинуриллах». Бойтесь проницательности, сообразительности верующего, поистине он смотрит на вещи, на ситуацию через призму света Аллаха. В хадисе упомянуто слово «фираса». Это наука, которая называется как физиогномика. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: бойтесь науки верующего, бойтесь этой науки, потому что он ее использует, делая анализ ситуации и людей через весы шариата, через Коран и Сунну, через призму света Аллаха. И мы должны оценивать ситуацию, в которой мы находимся, и людей, которые вокруг нас, через призму света Аллаха, взвешивая на весах шариата, через Коран и Сунну. И нам нужно сделать анализ. Кто являются такие Соединенные Штаты Америки? Это люди, которые причисляют себя к Ахлюль Китаб, к людям Писания, и при этом одновременно на сегодняшний день являются врагами Аллаха, его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, религии ислам в целом и мусульман, которые оккупируют территории мусульман повсеместно и хотят завладеть драгоценностями и богатствами верующих мусульман на их землях. И хотят получить полный контроль и власть над мусульманами, унизить религию Аллаха. Кто такие Израиль, израильтяне, евреи, иудеи? Это также люди, которые причисляют себя к Ахлюль Китаб, люди Писания, и одновременно также являются оккупантами, сионистами, врагами Аллаха и мусульман, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оккупировавшие территории мусульман и Аль-Кудса, одну из святынь мусульман. И кто такие Иран? Это шииты, рафидиты, которые относят себя к мусульманам, к тем, которые обращаются к Аллаху и поклоняются в сторону киблы. Но являются ли они на самом деле таковыми? Нам нужно сделать и дать им анализ через призму шариата. Рафидиты, они ругают сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, таких как Абу Бакр ас-Сиддик, первый халиф, Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, второй халиф, ругают мать правоверных Аишу, ради Аллаху анха, ва анхум аджмаин. И говорят о том, что она аззания, прелюбодейка, которую оправдал сам Аллах азза ва джаль в своей книге, в своем писании. Но они ругают их. Они говорят о том, что если бы мы овладели могилами этих людей, мы бы их распротрошили, мы бы их открыли. Они говорят о том, что сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которыми был доволен Аллах, о которых он говорит в Коране, что он доволен, ядуллахи фаука айдихим, рука Аллаха над ихними руками. Они говорят о том, что они после смерти стали муртадами, вероотступниками и врагами Ахлюль Байт, врагами семьи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Даже сегодня, в этой ситуации, когда мы наблюдаем после того, что произошло, в Иране убили Али аль-Хумейни, они кричат на улицах: «Я Хусейн, я Зайнаб». Это их акида, это их вероубеждение. Они обращаются к Хусейну, они обращаются к Фатиме, к Зайнаб. Даже те, которые говорят, что мы будем мстить Америке и Израилю за то, что они убили духовного лидера Ирана, Али аль-Хумейни, аятуллах, как они его называют, они говорят, что по милости Аллаха и по милости 12-го имама, которого мы ожидаем и скоро с дозволения Всевышнего он выйдет, по милости этого имама,
То есть в их обращениях, в их словах постоянно, повсеместно присутствует ширк. И порой они это скрывают, дабы не показать свое истинное лицо в отношении Ахлю Сунна. И мы пришли к тому, что они все являются на сегодняшний день врагами Аллаха, которые приносят лульм, гнет мусульманам. Рафидиты на сегодняшний день, они являются причиной лульма в Йемене, хуситы. Они являются причиной лульма, который происходил в Шаме, в Сирии. Аляуиты, нусайриты, они поддерживали режим Башара Асада. Они являются лульма и гнета мусульман в Ираке, которая война была таифия, которая развернулась между шиитами и суннитами, и Америка поддержала их в этом. Они сажали в тюрьму мусульман, Ахлю Сунна, и только лишь из-за того, что его зовут Умар, или зовут ее Аиша, или его куня Абу Бакр, они за это преследовали, убивали и издевались. И это истинное лицо Ирана, рафидитов, шиитов. И как говорил шейхуль ислам ибн Таймия, рахимахуллах, что рафидиты – это ослы иудеев, которые при каждой фитне они садятся на них в фитне против мусульман. То есть это слуги кафиров, которые используют их против мусульман, против религии Аллаха, ислама. Аллах субханаху ва тааля говорит в суре Аль-Хашр: «Ба'сухум байнахум шадид, тахсабухум джами'а ва кулубухум шатта, залика бианнахум каумун ла я'килун». Между собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины между собой, но сердца при этом их разобщены. Это потому, что они люди неразумные. Ла я'килун, они не разумеют. У кафира, у муртада нет акля, который бы дал правильную оценку, как ему попасть в рай и как ему остерегаться и не попасть в ад. Этого акля у них Аллах их лишил. Нет. И Аллах говорит, они неразумные. Ты думаешь, что они все вместе, но между ними жестокая вражда. Ты полагаешь, что их сердца едины, но на самом деле их сердца разобщены. Когда касается войны против ислама и мусульман, будь то шииты, будь то иудеи, будь то христиане, они между собой едины. Как только они преобладают и видят, что появился какой-то результат, и мусульманы ослабли, они начинают между собой это делать. Как мы это видим между Россией и Украиной, как мы это видим между Россией и Западом, что в войне против мусульман они едины, но когда они какой-то верх одерживают, они начинают между собой делить. Потому что их сердца разобщены. Это то, что Аллах Азза ва Джаль говорит в этом аяте в суре Аль-Хашр. Причина ниспослания этого аята – это Газват Бану Надыр в отношении иудеев, которые были в Медине и дали обещание Аллаха, что они не будут выступать против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и потом нарушили. И открыл посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, против них войну. Также и те мунафики, которые их поддерживали, и также мушрики Мекки, которые их также поддерживали. И говорит, что и мушрики, и мунафики, и эти иудеи между собой они едины, но и одновременно их сердца разобщены. Также и эти рафидиты, иудеи и христиане Запада, Америка, Израиль, Иран, они в одно время были едины, но на сегодняшний день они стали между собой делить то, что не поделили. И поэтому позиция верующих должна быть такова, что мы говорим: «О Аллах, дай должное одному залиму посредством другого залима и выведи нас из этой ситуации, выведи мусульман из этой войны в полном благополучии и в сохранности». Это наша позиция мусульман. Мы не поддерживаем ни ту сторону, потому что и те являются для нас угнетающей стороной. Те, которые угнетают мусульман, как уже сказали, и в Йемене, и в Афганистане иранцы, и в Сирии, и в Ираке, в том числе и в Ливане, Хизбуллах. И более чем уверен, что то, что происходило, то, что мы обнаружили из тюрем Башара Асада в Дамаске, Сайданая и другие, в которых они мучили мусульман, насиловали женщин под Коран, под слушание Корана, то, что они издевались над мусульманами долгие годы, то и самое мы можем найти, что будет в Иране. Они издевались над Ахлю Сунна, держа их в тюрьмах, насиловали и издевались. Шейхуль Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: «Фаинна аллази ибтада ар-рафат кана яхудиян азхара ислама аль-ислама нифакан,
«Вадасса иляль джухаль дасаис», что тот, который сделал бида, нововведение рафидитов, то есть что тот, кто начал рафидизм, он был ягудом, он был иудеем, адхараль ислама нифакан, который проявил ислам, при этом он был лицемером, он не был на самом деле мусульманином. И он вселял людям невежественным разные мысли и фитны в их головах, которые якдаху биха фи асли дин, которые он делал им фитны в основе их религии. وَلِهَذَا إِنْضَمَّتِ إِلَى الرَّافِضِيَّةِ أَئِمَّةُ الزَّنَادِقَةِ مِنَ الْإِسْمَاعِلِيَّةِ وَالنُّصَيْرِيَّةِ. И по этой причине к рафидитам примкнули различные зиндыки, то есть мунафики, зиндыки, которые относят себя к исламу и мусульманам, из числа исмаилитов, из числа нусайритов. Он говорит: وَأَنْوَاعِهِمْ مِنَ الْقَرَامِةَ وَالْبَاطِنِيَّةِ وَالدْرُزِيَّةِ, из числа карамитов, батынитов и друзов, которые на сегодняшний день присутствуют в Сирии. وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الطَّوَائِفِ الزَّنْدِقَةِ وَالنِّفَاقِ, и других подобных им групп из числа зиндыков и лицемеров. Говорит также шейхуль ислам в Минхаджи Сунна ан-Набавия, в своей книге Минхаджи Сунна: «Фальянзур куллю акиль фима яхдуф фи заманихи, ва ма якруб мин заманихи, мин аль-фитан ва шурур». Пусть каждый разумный, обладающий разумом, посмотрит на ту ситуацию, которая происходит в его время, в котором он живет, и то, что приблизительно в его времени, то есть, что было до него, незадолго до него, из тех фитан и из тех вредов, которые присутствуют в его время. «Валь-фасад фил ислам», и испорченности, нечестия в исламе, посмотрит на эту ситуацию. «Вафаинаху яджид му'адам далика мин кибаль рафида, ватаджидахум мин а'замин наси фитнан ва шарран». И такой разумный человек, он, когда посмотрит на ситуацию, найдет, что большинство фитен и зла, вреда, который испытывают мусульмане и ислам, это со стороны рафидитов. И ты найдешь, он говорит, мин а'замин наси фитнан ва шарран, найдешь их из самых великих людей, которые приносят фитну и зло религии ислам. И поэтому мы можем также сегодня дать оценку, как говорит шейхуль ислам ибн Таймия рахимахуллах, что фитны, которые происходят сегодня, то, что было в Шаме, в Башар Асад, что делал по отношению к мусульманам, их поддерживали Иран. То, что происходит в Йемене, их спонсирует и поддерживает Иран. И в других местах. То, что происходило и происходит в Ираке, их режим поддерживает и спонсирует Иран. Малишият рафидия, как говорят ополченцы, рафидитские ополченцы, их полностью поддерживает и спонсирует Иран, и при этом они находятся в коалиции с Америкой. Для каждого разумного это видно, который следит за ситуацией. И когда на сегодняшний день мы видим под видео и новостями, которые происходят в мире, некоторые люди, которые видно, что относят себя к исламу, они говорят: пусть Аллах одержит победу, даст победу Ирану, пусть Аллах поможет Ирану. Или же другие говорят: пусть Аллах помилует Али аль-Хумейни. Говорят, да, что он человек, который не очень может быть правилен в религии, что он там нововведенец, шиит или рафидит, но все равно он же говорит ля иляха илляллах, он же говорит Мухаммад Расулуллах, он же делает намаз. Это ситуация человека, который говорит, его понимание ошибочное, он не понимает, кто на самом деле такие рафидиты. Говорит имам Ибн Хазм ал-Захири: فإن الروافض ليسوا بالمسلمين إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة. Говорит, что рафидиты, рафидиты, лейсу миналь муслимин, они не являются из числа мусульман. Они только лишь заблудшая группа, которая произошла после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спустя 25 лет. وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. И их позиция, их положение в исламе, в шариате, подобно положению ягудов, иудеев и христиан в том, что они лгут и в том, что они проявляют неверие. То есть рафидиты, они не относятся к мусульманам. Они по положению ягудов и христиан в своем куфре. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах в Кашф аль-Шубухат, в своей книге «Отведение сомнений» говорит: «Валиль мушрикина шубхатун ухра якулун». И у мушриков, имея в виду тех, которые поклоняются могилопоклонники, поклоняются могилам из числа суфиев крайних,
Он говорит, что у мушриков шубха другая есть. Они говорят: «Инна набия саллаллаху алейхи вассалям анкара аля Усама катль ман каль ла илляха илляллах», что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, он порицал Усаму за то, что он убил того человека, который говорил «Ла илляха илляллах». «Вакадалика каулуху умирту ан укатиля наса хатта якулю ла илляха илляллах». И также у них шубха по отношению к словам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где он говорит, что я был послан, мне было велено, чтобы сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут «Ла илляха илляллах». «Ва хадис ухра фил каффи амман калаха». И другие хадисы, подобные этому. «Ва мурадуха хаула аль джахаля анна ман калаха ла якфур, ва ла юкталь, ва ла фа'аля ма фа'аль». И подразумевается под этими словами, говорит, в этой шубхе у этих невежественных людей, что те, которые сказали «Ла илляха илляллах», что они уже после этого не становятся неверующими, и что с ними не сражаются, даже если что бы они ни сделали, какие бы действия они бы не сделали. «Фаюкалли хауляль мушрикин аль-джухаль». И мы даем ответ, он говорит, что говорится этим многобожникам, этим мушрикам, невежественным аль-джухаль, следующее. «Ма'лум анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям каталя аль-яхуда ва саббахум ва хум якулуна ла илляха илляллах». Известно о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сражался с яхудами, иудеями, и брал их в плен, в то время как яхуды говорят «Ла илляха илляллах». Нет Бога, кроме Аллаха. Яхуды признают о том, что Аллах един, о том, что нет Бога, кроме Аллаха, как и мушрики, многобожники в Мекке, курайшиты. وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. И также, говорит шейх Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, что сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они сражались с племенем Бану Ханифа, в то время как они свидетельствовали, что нет Бога, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад, посланник Аллаха, говорили «Ла илляха илляллах Мухаммад Расулуллах». «Ваюсаллуна ваяддаун аль-ислам». И они совершали молитву и заявляли о том, что они из числа мусульман, относящихся к исламу. «Вакадалика алладина харракахум Али ибн Аби Талиб бин нар». И также те, которых сжег Али ибн Аби Талиб огнем. О каких говорит шейх Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, которых сжег Али ибн Аби Талиб? Это, которого звали Абдулла ибн Саба. Это тот, который появился спустя 25 лет после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и был основателем рафидитов, шиитов, рафидитов, которые говорили на то время, что Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, что он является Аллах. И тогда Али ибн Аби Талиб сжег их огнем. И говорит Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, что вот у этих людей, у невежественных, из этих слов также видно, что Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб не дает оправдания по невежеству. Он говорит, что мушрики, многобожники, но при этом они невежественны, джухаль, и они относят себя к исламу. И они говорят, у них есть шубха. Поэтому, даже если сегодня рафидиты говорят «Ла илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», но при этом у них присутствуют навакат, пункты, которые выводят их из этих слов «Ла илляха илляллах». Подобно тому, как и говорили яхуды, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям с ними сражался, как и говорили Бану Ханифа, свидетельствовали, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха, и совершали молитву, и говорили, что они мусульмане, но сподвижники с ними сражались. Те, с которыми сражался Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху, Тайфа мумтаниа, те, которые отказались выплачивать закят и назывались муртадами, при этом они совершали молитву, при этом они совершали хадж, говорили «Ла илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», постились, и поэтому тех, которых сжег Али ибн Аби Талиб, это те основатели рафидизма, к которым сегодня относят себя Иран, вот эти рафидиты, шииты. Абдулла ибн Саба, как сказал о нем Ибн Таймия, рахималлах, что это был яхуд, который скрывал свое истинное положение и говорил, что он мусульманин, и делал фитнэ среди мусульман. Те, которые также говорят, что Хумейни, хоть он не такой хороший мусульманин, но он относит себя к исламу, это заблуждение. Он не является мусульманином. У него есть открытые куфры, которые он открыто заявлял. И как говорит он в своей книге «Китаб Мухтарат мин Ахадит ва хитабат аль-Хумейни», 2 том, страница 42. И он говорит о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лам янджах, он не преуспел, не было у него успеха. Цитирую его слова.
فكل النبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل وكان هدفه هو تطبيقه في العالم لكنه لم ينجح. Что каждый пророк из числа всех пророков приходили для того, чтобы установить справедливость. И каждого из них была их цель – это установление в мире справедливости, но никто из них лям янджах, никто из них не преуспел в этом. Вахатта хатим аль-анбия, и даже печать всех пророков, то есть кто? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, аллази кана кад джал ислах аль-башар ва тахзибихим ва тадбик аль-адаля, фаиннаху хуа айдан лам юаффак, который также пришел для того, чтобы наставить и исправить людей, человечество, и направить их к справедливости и применить среди них справедливость, но он тоже не получил этого, не удалось ему это. Лям юаффак, не удалось ему это. وإن كم سينجح بكل معنى الكلمة ويطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. И он говорит, что единственный, кто преуспеет в полном понимании этого слова и применит полную справедливость на земле, во всех уголках земли этого мира, هو المهدي المنتظر. Это кто? Махди Мунтазар, ожидаемый Махди, которого они ждут, или же, как они говорят, 12-й имам, который скрывается, и до сих пор он не вышел, и скоро должен вот-вот объявиться, как они его ждут, который скрывается в пещере, и они его ждут и ожидают, он должен выйти. Вот явный куфр в его книге Али аль-Хумейни. Он говорит, что пророки и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не преуспели, а вот Махди, которого мы ожидаем, он преуспеет в полном понимании этого слова. Разве это не явный куфр? И люди, которые не знают полную ситуацию, как-то соболезнуют ему или тем, которые сегодня плачут по нему, которые соболезнуют ему, которые придерживаются той же акиды, той же религии, которые придерживаются Хумейни. Это истинное лицо рафидитов. Это их духовный лидер на сегодняшний день был. И который сегодня после него, он также на этой акиде. И даже если они сегодня ведут войну против Запада и против иудеев, да, это не может нас не радовать, как мусульман, что они отдают должное валиму, и между ними произошла межусобица, и что они бомбят Израиль, и то, что они хотят навредить, и бомбят американские базы, будь то в Дубае, будь то в Кувейте, в Бахрейне, в Саудии, это не может не радовать, потому что они наносят удар по врагам Аллаха. Но, тем не менее, это не делает их мувахидами, верующими, за которых нам нужно болеть и сопереживать им. Они находятся на одном уровне, в одной сфере, в одном понимании, наравне с ягудами и насара, с иудеями и христианами, как сказал имам Ибн Хазм ал-Захири, рахимахуллах. Поэтому, как говорит Аллах Азза ва Джаль в суре Аль-Ан'ам, 129 аяте, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Аллах говорит, так мы позволяем одним беззаконникам, залимам, править другими залимами за то, что они приобретают, за то, что они делают, за то, что они творят. Аллах Субханаху ва Тааля в один из дней позволяет одним залимам наносить урон другим залимам, одним кафирам наносить урон другим кафирам. Это за то, что они приобретают. Как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поистине Аллах отдает или помогает этой религии даже посредством рук фаджира кафира, посредством преступника, беззаконника кафира. Аллах помогает этой религии и мусульманам даже руками неверующих. И поэтому, если на сегодняшний день нет у мусульман силы, чтобы отомстить ягудам, отомстить Западу, Аллах наносит им удар посредством друг друга. Если сегодня не может Ахлю Сунна отомстить рафидитам за их преступления против Ахлю Сунна, то Аллах помогает мусульманам посредством других кафиров. И как передал Абу Нуайм в своей книге «Хилья» о том, что Ибн Атия сказал «Ю'аззибу Аллаху залима бидзалими, сумма юдхилахум ан-нара джами'ан», что Аллах наказывает одного залима посредством другого залима, а потом в оконцовке обоих их вводит в огонь ада. И как передал имам Ибн Каthир в своей истории Аль-Бидая ва Нихая, о временах которых он писал 662 года по хиджре, он сказал
о тех событиях, которые происходили в войне между мусульманами и между татаро-монголами. Он написал: «Вафиха истахдар аль-малак гуляку хан аззейн аль-хафизи, вахуа Сулейман бн Амир аль-Акрабани аль-Ма'руф бизейн аль-Хафизи». И в это время, то есть в 662 году, Гуляку хан, это военачальник, внук Чингисхана, который, кстати, захоронен в Иране, умер там, он приехал к Сулейману бн Амиру аль-Акрабани, известный как Зейн аль-Хафизи, и сказал ему: «Кад табата инди хиянатук». У меня стало известно о том, что ты меня предал, что ты предатель, что ты являешься предателем. И говорит имам Ибн Каthир: «Вакад кана хазал мухтарру ламма кадимат татару ма гуляку Димашк ва гайраха маля аля муслимин ва адахум ва далла аля ауратихим». Что вот этот человек, Сулейман бн Амир аль-Акрабани, которому сказал Гуляку, что ты предатель, он, когда прибыли татаро-монголы в Дамаск, он указал на мусульман, указал на них и показал и раскрыл их места. «Хатта саллатахум Аллаху алейхи би анва аль-укубат валь мумаthалат». И что по этой причине стало мучение и издевательство над верующими, над мусульманами со стороны монголо-татар. «Вакадалика нуалли ба'да залимина ба'да». И говорит имам Ибн Каthир: и таким образом мы позволяем одним беззаконникам править другими, цитируя слова Всевышнего Аллаха. «Ваман а'ана залиман суллита алейхи, фа инна Аллаха янтакиму мин аззалими бидзалими, сумма янтакиму мин аззалимина джамиа». И таким образом, если кто-то помог залиму, то тогда Аллах сделает этого же залима над ним сверху. И поистине Аллах мстит одному залиму посредством другого залима, а после этого отомстит им всем этим угнетателям мусульман. «Нас'алуллах аль-афия мин интикамихи ва гадабихи ва икабихи ва шарри ибадихи». И говорит имам Ибн Каthир: мы просим Аллаха благополучия, чтобы Он дал должное и отомстил, наказал всех, кто заслуживает Его наказания, и прибегаем к защите у Него от всех тех скверных рабов, когда они переживали эти события татаро-монгол в Шаме. Таким образом, сегодняшняя наша и должна быть позиция, что мы не поддерживаем кафиров одних, кафиров других. Мы делаем дуа Аллаху и говорим: «Аллахумма идри бидзалимина бидзалимин, ва ахриджна мин байнихим салимин». О Аллах, ударь одних залимов другими залимов, столкни их между собой и выведи нас из этой войны, из этой ситуации в сохранности и в благополучии. Такова должна быть позиция верующих на сегодняшний день. И ни в коем случае мы должны говорить другим, которые сегодня поддерживают Иран или сопереживают им, потому что считают, что они мусульмане, о том, что они говорят «Ля иляха илlallah», это только лишь люди так говорят из-за своего невежества. Они не являются таковыми, как мы уже сегодня цитировали слова и действия этих рафидитов-шиитов. И также нам не следует забывать о том, что делали и продолжают делать рафидиты в отношении ислама и мусульман. Начиная со времен Уthмана ибн Аффана, после него Али ибн Аби Талиба, когда он сжигал Абдулла ибн Саба, о котором мы говорили, и вместе с его соратниками, которые заявляли, что Али ибн Аби Талиб является Аллах, и внесли огромную смуту, бида и фитну среди мусульман. И потом то, что делали на протяжении всей исламской истории и продолжают делать в наши сегодняшние дни. И как говорит шейхуль ислам ибн Таймия, рахимахуллах, в своей книге «Аль-Минхадж» в 4 томе на 111 странице, «Варрафида хум даиман ма'аль яхуди ван насара ауиль мушрикин», что рафидиты, они всегда и постоянно находятся вместе с яхудами и христианами, с иудеями и христианами, или же с многобожниками в целом. Это их постоянная реальность на протяжении всех их времен. Далее он говорит здесь: «Ар-рафида яста'инуна биль-куффар валь-фуджар аля маталибихим. Ва хаза амрун машхуд фи кулли заман ва макан». Что рафидиты, они всегда просят помощи и поддержки у кафиров и беззаконников, преследуя свои цели. И это то, что известно, и то, чему мы все являемся свидетелями во все времена и во всех местах, говорит шейхуль ислам, рахимахуллах. Также
шейхуль Ислам говорит в Маджму аль-Фатава в 6 томе на 421 странице. «Вахум кану мин а'замил асбаб фи хуруджи Чингисхан, малик аль-Куфар иля билад аль-Ислам, ва фи кудуми Гуляку иля билад аль-Ирак». И также рафидиты, они являются одной из основных и самых больших причин в выходе Чингисхана, правителя неверующих, кафиров, направившегося на города ислама. А также причиной в том, что прибыл Гуляко хан, это внук Чингисхана, о котором мы говорили, который прибыл на земли Ирака. Далее он говорит, и также они являются причиной фи ахди халаб, ва нахби салихия, ва гайра залика би хубсихим ва макрихим. И также рафидиты являлись причиной взятия Халаба, Алеппо, по причине их скверности и их хитростей. Дальше шейх аль-Ислам говорит в 28 томе, в 636 странице о рафидитах. «Вавазир Багдад ибн Аль-Ками هو الذي خابر على المسلمين وكاتب التتار حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة». И также министр, вазир Багдада, которого звали Ибн Аль-Ками, он тот, который сообщил, донес татарам, написал монголо-татарам и донес на мусульман. И позволил войти монголо-татарам на земли Ирака посредством хитрости и посредством обмана. وَنَهَى النَّاسَ عَنْ قِتَالِهِمْ وَقَدْ عَرَفَ الْعَارِفُونَ بِالْإِسْلَامِ أَنَّ الرَّافِضَ تَمِيلُ مَعَ الْأَعْدَاءِ الدِّينِ. И говорит, что он тот, который препятствовал и запрещал людям, чтобы сражаться против монголо-татар в Ираке, когда они заходили на земли мусульман, то есть способствовал монголо-татарам в оккупировании земель, при этом преследуя свои цели, как это и сегодня мы наблюдали и наблюдаем в Ираке, что они способствовали в то время монголо-татарам, а сегодня они способствовали Западу, дабы овладеть землями Ирака против Ахлю-Сунна. История повторяется. И говорит шейхуль Ислам, и он запрещал им, то есть людям, воевать против монголо-татар. وَقَدْ عَرِفَ الْعَارِفُونَ بِالْإِسْلَامِ أَنَّ الرَّافِضَ تَمِيلُ مَعَ الْأَعْدَاءِ الدِّينِ. И узнает человек, который понимает религию ислам и изучает религию ислам, о том, что рафидиты, они всегда склоняются вместе против мусульман, склоняются вместе в один ряд с врагами религии Аллаха. Это постоянное положение рафидитов. Аллах говорит в суре Аль-Имран: «Ватилька аль-айяму нудавулюха байнан нас». Это дни, которые мы чередуем среди людей. То же самая история повторяется. «Суннатуллахи лати кад халят мин кабль, валан таджида ли суннатиллахи табдиля». Это сунна Аллаха, которая повторяется, и ты не найдешь в сунне Аллаха для нее замены. Это дни, которые Аллах чередует и повторяет среди людей. Также говорит шейхуль Ислам Ибн Тайми рахималлах в книге Аль-Минхадж в 4 томе на 110 странице: «Вакадалика кану мин а'замил асбаб фи истила'i насара кадиман аля байт аль-Мақдис хатта истанқадау аль-муслимуна минхум». И также рафидиты являлись одной из больших причин того, что христиане давно они получили власть над Байтуль-Мақдис, над Аль-Кудсом. А после этого удалось мусульманам спасти из рук христиан Байтуль-Мақдис. То есть даже ранее это уже происходило с мусульманами в их истории. Поэтому мы просим Аллаха Азза ва Джаль: «Аллахумма идриб адh-дhalимина бидh-дhalимин ва ахриджна мин байнихим салимин». О Аллах, столкни залимов между собой, уничтожь одних залимов посредством других залимов и выведи нас из этой ситуации, из этой войны, чтобы не пострадали мы, остались в сохранности и в благополучии. Такова сегодняшняя позиция верующих в этой войне. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля облегчит всем верующим, где бы они ни находились, защитит их честь, их имущество, их жизни, их религию, самое главное, и даст победу над неверующими. Джазакум Аллаху хайран.